Интересно, сколько человек сейчас отпишется? Молодых парней пытали в СИЗО. Алло, вторая волна короны к нам в это время не заявится. Комиссия поставила 5, а ЦИК уверяет, что все ок. Никакой агитации, просто мысли вслух. Привет, с вами снова я, Нина, потому что Паша опять укатил, на этот раз в отпуск. Зря я в прошлый раз так старалась, похоже, Паша сбежать решил. Остается только пожелать ему хорошего отдыха, а вам приятного просмотра. Голосование по поправкам в Конституцию началось. Да еще как! Только посмотрите на все эти избирательные участки по всей стране. Столики во дворах, багажники автомобилей. Как думаете, сложно подтасовать результаты выборов, которые будут идти почти неделю в таких условиях? Говорить о честности и законности тут даже как-то неприлично, но ЦИК уверяет, что все ок. Кстати, журналист «Дождя» Павел Лобков успел проголосовать уже дважды, а председатель избиркома в Омске в первый же день выиграла квартиру в лотерее, приуроченной к выборам. Вы удивлены? Я тоже нет. Увы, с этим голосованием все ясно. Вопрос в том, как отреагирует общество, когда огласят результаты. Что думаете об этом? Напишите в комментариях. А не ходить на выборы или голосовать против, решать только вам. Никакой агитации, просто мысли вслух. Вердикт по делу сети вынесли в Петербурге. Сеть – это запрещенная в России организация. Фигуранты по делу сети утверждают, что ее не существовало. Напомню, молодых парней пытали в СИЗО, ребята под пытками дали показания. И вот на их основе обвиняемым дают сроки. Но ни одного дела о пытках не завели. Часть процесса уже прошла в Пензе, а сейчас в Питере Виктору Филенкову и Юлиану Бояршинову дали 7 и 5 лет соответственно. Тех, кто пришел поддержать ребят к зданию суда, задержали. Угадайте за что? Власть за 3 месяца научилась филигранно использовать коронавирус в свою пользу. Парад? Пожалуйста. Протесты? Нет, это нарушение всех норм безопасности. В самом деле сети нет потерпевших, впрочем, как и здравого смысла. Обвинение утверждает, участники сети хотели свергнуть конституционный строй в России. А прямо сейчас по всей стране на лавочках и в багажниках автомобилей что происходит? Я же только что показывала. Алло! Изучить все подробности дела сети вы можете по ссылкам в описании. Там же будут и другие материалы, о которых я говорю в этом выпуске. Классные ребята есть в Кирове. Знакомьтесь, это активисты творческого объединения «Вятский субъектив». 24 июня, пока по всей стране гремели парады с военной техникой и начищенной до блеска лысиной вождя, они провели свою акцию под названием «Не хотим повторять». Активисты прошлись по набережной, танцуя и многократно пропевая песню Виктора Цоя «Я объявляю свой дом безъядерной зоной». Это наше артистическое высказывание. Я лично не знаю ни одного сверстника, друга, который хотел бы сесть в танк и начать убивать людей. Мы не знаем, кому нужны такие парады. Это пишет организатор акции Софья Демина. Мы благодарны старшим поколениям за бесчисленные мужественные жертвы и чувствуем ответственность. Наше почтение выражается в стремлении вложить свои силы в развитие гуманного общества, построенного на знании и уважении. В завершении акции активисты дошли до вечного огня и... Подождите, зачем я вам всю статью пересказываю? Сами прочитайте. В рубрике «Что посмотреть» у нас сегодня уникальное предложение. 2 по цене одного, так сказать. Любителям глубоко и вдумчиво погружаться в новые темы советую объемный и детальный разговор «Кто такие вигиланты? Герои или злодеи?». Короче, вигиланты — это Лев Против, Стоп-Хам и другие похожие организации. Вас ждет почти часовой ролик, где эксперты фонда «Общественный вердикт» и представители 7 на 7 обсуждают значение, опасность и защиту от вигилантов. И да, я тоже поучаствовала в съемках этого видео. А если вы любите что-то покороче и подинамичнее, следующий видос специально для вас. На ютубе появилось новое шоу, которое, как и ТОП-7, снимает в студии Револьт-центра. ПНХ – это новостной формат, который ведет сыктывкарская блогерка Софья Шиманская. Тут бесполезно рассказывать, смотреть надо. Короче говоря, должен был состояться матч Сочи-Ростов. Ну, Путин же у нас коронавирус как бы выключил, все в порядке, можно играть. Что-то пошло не так, и команда слегла с неведомым вирусом. Определить блогера недели в этот раз не получилось. Все молодцы и достойны похвалы. Кстати, вы тоже можете стать одним из наших блогеров. Сейчас их уже 1833. Регистрация займет всего несколько минут, и вы сможете стать частью большого сообщества неравнодушных людей, и вас услышит вся аудитория 7 на 7.
Ну, кстати, я же 2 видео порекомендовала, так что топ-7 в топ-6 не превратится же, да? Стартовал прием заявок на замечательный фестиваль локальных медиа. Он пройдет с 16 по 18 октября тут, в Сыктывкаре, и прямо здесь, в Револьт-центре. Вас ждут крутые спикеры, полезные лекции, а главное – долгожданный нетворкинг вживую, в офлайне, представляете? Надеюсь, вторая волна короны к нам в это время не заявится. Вы считаете себя журналистом? Вы работаете в медиа, которое помогает местному сообществу? Заполняйте форму на сайте, регистрируйтесь, и, возможно, повезет именно вам. Организаторы покроют расходы участников на дорогу, проживание и питание. Ну, классно же, да? А вы знали, что июнь 2020 года для всего прогрессивного мира – это месяц Прайда? Обычные люди и огромные корпорации поддерживают ЛГБТ-сообщество. Интересно, сколько человек сейчас отпишется в комментариях о том, что они знали про месяц Прайда? Сегодня я предлагаю задонатить в пользу российской ЛГБТ-сети. Вот уже 14 лет ее юристы и психологи бесплатно консультируют людей. ЛГБТ-сеть помогает в экстренных ситуациях, поддерживает в судах фигурантов дел о преступлениях ненависти, дискриминации, свободе собраний и незаконных задержаниях. Речь, конечно же, о лесбиянках, геях, бисексуалах, трансгендерах и квирах. Я, кстати, вчера защитила диплом по теме «Проблема толерантности и интолерантности в современной блогосфере». Если попроще, то я рассматривала гомо-, би- и трансфобную лексику, классифицировала ее и даже пыталась объяснить, почему же она такая некорректная. Комиссия поставила 5, а с вас лайк под видео. И вы знаете, где найти ссылку на донаты. На этом мы заканчиваем. Пишите свое мнение в комментах, делитесь этим видео с друзьями. А вообще проявите активность, это уже 10-й выпуск, а просмотров и лайков, как у Ленина в мавзолее. С вами была Нина, сделаем Россию горизонтальной!